Администрация президента, насколько мне известно, считает, что вот эти все попытки создания свободных экономических зон на территории областей, придание права выбирать губернатора, все это длинная рука Москвы, которая вот пытается таким образом дестабилизировать Украину. Я считаю, что на самом деле таким образом проявляется конфликт центральной и региональных элит, которые центральная власть слаба и бедна. И уже не может обеспечить ресурс для регионов даже на том уровне, по большому счету, который обеспечивал еще Янукович. Поэтому этот конфликт будет усиливаться. Мне кажется, что многие региональные элиты, не только на Закарпатье, но и в других украинских регионах, уже сегодня готовы к достаточно широкому самоуправлению, в крайнем случае в экономической части и в значительной мере в административной части. Этот конфликт будет продолжаться. Таких точек, как Днепропетровск, Одесса, Киевская область, похожее было решение, Закарпатская область будет появляться все больше и больше. И остается небольшая надежда на то, что все-таки здесь у нас в Киеве те люди, которые понимают эти процессы, смогут эти процессы направить в конструктивное русло, действительно каких-то изменений, политических изменений, правовых изменений, которые позволят раскрыть все потенциалы этих регионов. Если власть будет просто кивать в руку Кремля и пытаться эти процессы затолкать куда-то, при дальнейшем ослаблении, при кризисе центральной власти, эти процессы рискуют превратиться в более опасные автономистские типы.